центре села Намцы расположен бизнес-центр «Ассоль». Там всегда оживленно. Здесь можно снять благоустроенный гостиничный номер, жители, у которых проблемы с водой, приносят свои вещи в прачечную. В летнее кафе заходят подкрепиться, заказывают небольшие семейные торжества. Людмила Петровна – пример того, какой должна быть настоящая современная хозяйка. Она грамотный тайм-менеджер. На заре карьеры, во время работы секретарем комсомола в Намском улусе, она хорошо это усвоила. Главное – правильно распределить свое время и не бояться любой работы. Я уже 20 лет как предприниматель. Ну а так-то вот торговый центр первый я построила в 2003 году, а до этого полностью мы арендовали. Но арендовать это, конечно, сложно. Там объекты нам предоставляют всякие, с мусорами, грязные, все убираем, все там обновляем и мебелируем. Ну, там процесс работы очень много. Людмила Петровна и Петр Михайлович Попову родили 3 детей. 2 взрослые, а младшему 11 лет. Он настоящий мамин помощник. О муже бизнес-леди говорит только с улыбкой. Это мой муж, соратник, помощник, советник и лучший друг. Всему есть свой режим в Алладе, поэтому с 9 до... любой работник с 9 до 6 работает. Так как я тоже с 9 до 6 работаю своим бизнесом. Но в это время я покупаю продукты. Все-таки после 6 я уже мама. Прямо с самого начала у меня была такая дисциплина, поэтому вот после 6 я уборка, готовлю с сыновьями, воспитанием сыновей, уют в доме, потом вот строительство балагана, типа такого. Как вас помогает вам муж? Конечно, он мой первый помощник, советчик, помощник. Здорово помогает. И, конечно, без него у меня мало чего бы получилось. Сама по себе Людмила Петровна устроена интересным образом. Не любит говорить о проблемах, ей гораздо удобнее их преодолевать и намечать новые жизненные этапы. Помню, как было трудно открыть первый салон красоты в Намцах, кочевать по съемным зданиям, делать ремонт, прикипеть и снова искать помещение. Открыла театр моды и танца. Именно здесь начинали известные конферансье, стилисты, а о моде полезно знать каждой женщине в любом возрасте. Потом она объединила под одной крышей народных мастеров, возглавила фонд поддержки предпринимательства. О количестве проведенных ею мероприятий не сосчитать. И мастер-классы, и семинары, и выставки. Людмила Петровна умеет абстрагироваться, создала свой семейный музей, построила балаган, где под умиротворяющее пламя в камельке отдыхает душой. Моя мечта вот этот построить балаган, и уже 3-й год существует вот этот балаган. И тут, как сказать, моя отдушина делит, да? Или как? Я отдыхаю здесь. Я как будто сталкиваюсь и общаюсь со своими родителями, хотя их уже давно нету, но как будто они у меня со мной рядышком. После работы я тут захожу, топлю вот этот свой печь, камелек, и тут ложусь, мечтаю, отдыхаю, короче. Мне это очень нужно. Тут у нас много гостей бывает, друзья, подруги. Мы здесь их встречаем, чай пьем. Фотографии у нас тут у нас много интересного. Я вот этот балаган считаю музеем нашей семьи. Возможно, Людмила Петровна не создала мировую бизнес-империю, но подарила жизнь 3 сыновьям, хранит семейный очаг, а ее деятельность дает землякам возможность трудиться, заботиться уже о своих семьях. Нужно уметь так распределить женскую гармонию, чтобы досталось всем. Ее счастье – жить и творить во благо людей.